Добрый вечер. А теперь о главном. В рамках 75-й сессии Генассамблеи ООН вчера в Нью-Йорке прошла встреча Совбеза на высшем уровне, посвященная глобальному управлению в эпоху после COVID-19. На ней генсек ООН Антонио Гутерриш еще раз повторил, что пандемия вышла из-под контроля. В первый раз он сказал об этом в преддверии сессии 16 сентября, а затем 22 сентября на самой сессии коснулся пандемии в более мягкой форме. Перед лицом вездесущего вызова пандемии ООН принял масштабные ответные меры. Система ООН под руководством Всемирной организации здравоохранения оказывает поддержку правительствам, в частности в развивающихся странах для спасения жизни и сдерживания распространения вируса. Через наши глобальные системы снабжения удалось предоставить средства индивидуальной защиты и другие предметы медицинского назначения более чем 130 странам. Вопроса пандемии коснулся и кыргызский президент, который в своем видеопослании также заявил о поддержке реформ Генсека ООН, так как важно сохранить принципы универсальности и широкой географической представленности малых стран в этой самой большой международной организации на планете, а также попросил глубокой реструктуризации внешнего долга Кыргызстана. Кыргызстан признателен странам-партнерам и международным организациям за поддержку в это тяжелое время. Последствия коронавируса сильно отразились на проблеме внешнего долга. Выражая благодарность Большой Двадцатке и Международным финансовым институтам за решение приостановить платежи по долгам. Мы также просим поддержать наши предложения по глубокой реструктуризации внешнего долга в обмен на проекты устойчивого развития. Генсек же ООН коснулся и вопроса разработки вакцины против коронавируса. Этот процесс приобретает признаки некоторой гонки, как за денежные, так и политические выгоды. Отдельные страны уже заявили о создании вакцины и начали поставки, но научное сообщество сомневается в ее качестве. Другие государства пытаются заранее защитить будущую вакцину патентами, чтобы заработать на этом. Мы работаем над тем, чтобы средства и методы лечения стали глобальным общественным благом. Поддерживаем усилия по созданию недорогостоящей народной вакцины, доступной повсеместно. Знаем, что некоторые страны по сообщениям заключают параллельные сделки исключительно в интересах собственного населения. Но такой вакцинный национализм не только несправедлив, но и обречен на провал. Однако в последнее время начинает развиваться не только вакцинный, но и экономический национализм. В своем видеопослании Генассамблеи американский президент Дональд Трамп обвинил Китай и Всемирную организацию здравоохранения в сговоре и распространении недостоверной информации о коронавирусе, вследствие чего самой пострадавшей страной в мире оказались Соединенные Штаты. Мы должны призвать к ответственности страну, которая выпустила заразу в мир – Китай. Китайское правительство и ВОЗ, которые находятся под контролем Китая, необоснованно заявляли об отсутствии свидетельств передачи от человека к человеку. Позже они необоснованно же заявляли, что зараженные без симптомов не опасны. Генсек ООН на открытии Генеральной Ассамблеи подверг критике подобный, как он выразился, вакцинационализм. Ни к чему хорошему он не приведет. Он в связке с другими возникающими обострениями отношений и уже начавшимися торговыми войнами может привести к новой холодной войне. На этот раз между США и Китаем, от которой никому в мире хорошо не будет. Нам нужно сделать все, чтобы избежать новой холодной войны. Сейчас мы движемся в очень опасном направлении. Мир не может позволить себе оказаться в ситуации, когда две крупнейшие экономики мира устроят на планете великий раскол, каждая со своими торговыми и финансовыми правилами, интернетом и искусственным интеллектом. Но как остановить движение мира в опасном направлении, пока никто не знает. Это была программа о главном. Ее вел я, Нарын Айып. Всего вам хорошего и до свидания.